Корь начинается как обычная ОРВИ. Высокая температура, насморк, кашель, могут быть явления конъюнктивита, головная боль. Продолжается 3-4 дня. На 4-5 день может появиться сыпь. Сначала появляется на лице, опускается на шею, на второй день грудь, спина, верхней конечности и на третий день может опуститься на ноги. Ну и много других симптомов: тошнота, рвота, может быть тяжелая диарея, масса осложнений. Корь опасна тем, что в первые дни, когда катаральные явления и симптомы ОРВИ, не каждый даже врач может определить, что это корь. Поэтому, конечно, мы всегда советуем, если у вас высокая температура, вообще, если вы заболели, нужно идти к врачу, а не заниматься самолечением. Если у вас появилась сыпь или где-то когда-то был контакт с корью в ближайшие дни, конечно, сразу же вызывать участкового терапевта или ехать в инфекционную больницу. Опасна, безусловно, корь осложнениями. Могут быть тяжелые пневмонии, могут быть тяжелый коревой круп с длительными приступами удушья, могут быть поражения желудочно-кишечного тракта, это реактивный панкреатит, тяжелая диарея с обезвоживанием, может быть поражение глаз, может быть поражение органов слуха. И на поздних уже даже стадиях, на стадиях, когда высыпание проходит и интоксикации нет, могут быть энцефалиты. Вакцинация важна для всех, потому что это единственный способ профилактики кори. Больше никакой профилактики не существует. Поэтому, конечно, мы всегда призываем население вакцинировать в первую очередь детей. Есть инфекции, при которых вакцинация необходима. Корь является одной из этих инфекций. В вакцины есть определенный график прививок. Первую прививку делают в 12-15 месяцев, потом повторяют прививку в 6 лет. И считается, что после второй прививки 6 лет у 100% людей вырабатывается иммунитет. Но, безусловно, это все индивидуально. И если мы в отношении детей можем считать, что у них есть иммунитет от кори, то для взрослых, конечно же, для того, чтобы определиться, можем мы заболеть корью или нет, нужно определять уровень антител. Иммуноглобулины G к вирусу кори. Сейчас масса лабораторий, которые могут вам сделать этот анализ за 1-2 дня. Если есть уровень антител, значит вы защищены. Если нет, значит нужно прививаться.